КАНИФА – Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была основана в 2013 году и ежегодно, чередуя, проводит чемпионаты Европы и мира. Сборная Абхазии по футболу участвует в этих первенствах с 2014 года. Лучшего результата нашим футболистам удалось достичь в ходе чемпионата мира, который проходил у нас в стране в 2016 году и считается одним из ярчайших в истории КАНИФА. Тогда сборная удостоилась золота. Чемпионат мира я начинал, лично я тогда работал в Федерации футбола. Это обратно же заслуга, чтобы вы понимали, моя и моих друзей. Потому что когда тут начался переворот, чтобы вы имели представление, да, я за 2 недели нашел 4,5 миллиона, одел, обул команду и повез их в сердце Европы, Швеция, чтобы вы понимали, под своим гимном и флагом. Атар Ионович, такой есть депутат нашей Думы, он оплатил мне 620 или 650 тысяч билеты туда и обратно только. Но остальное нам все помогали. Даже есть у нас парень по национальности цыган, который нам всю экипировку подарил. В этом году из-за пандемии жеребьевку провели в онлайн-формате. 12 команд были разбиты на 4 группы. Абхазия вошла в группу B с Сикейским краем и Сапми. Next team is Abkhazia. So Abkhazia goes to B1. Abkhazia goes to B1. Также за кубок будут бороться хозяева сборной Ниццы. Южная Осетия, Падания, Западная Армения, Северный Кипр, Арцах, Чаймерия, Сардиния и Корнуолл. Все команды улучшают свой уровень, поэтому мы будем проводить тщательный отбор среди местных и зарубежных абхазских игроков. В чемпионате примут участие только лучшие, отмечает Джамал Губаз. Молодежную сборную мы сейчас ее создали. Это ребята у нас до 19 лет, которые будут участвовать. Для проверки мы ко всему готовимся же. Вы знаете, что 1,5 года футбола же не было в Абхазии. Мы готовимся. Одна команда будет наша играть по городу Сочи будет играть, а другая команда будет наша играть, высшая студенческая лига, именно в чемпионате России. Мы оттуда сделаем кто лучше в конкуренции, в сравнении, и мы... Если все, пандемия нам не помешает ничего, мы уже оплатили же, вы знаете, 500 евро за участие в КАНИФА, и наши все сборные, все будут участвовать ребята, которые сильнейшие, да, и будут определять тренера в живой конкуренции, чтобы они приехали, обязательно будут все принимать участие, и кто за рубежом играет, и кто в нашей стране. Будут везде играть лучше. Тренера уже у нас все назначены. Главный тренер национальной сборной у нас Беслан Губля Владимирович. А молодежная сборная назначены тренера Бжания и Афиндопола. Это очень сильные тренера. Они сейчас живут в Ачимчирах и тренируют там высшую лигу, но у них серьезные результаты. На сегодняшний день уже сформирована пирамида футболистов по возрастным категориям. Таким образом, каждая из них задействована в различных местных и зарубежных чемпионатах. Планируется проведение турнира горских народов в Абхазии, а также уже в марте младшие команды встретятся в товарищеских матчах с игроками Академии «Зенит». С 12 лет и до национальной сборной построили уже пирамиду, потому что и 2006, 2007 год, 2008 год уже тоже тренера назначенные уже мною, которая ведется большая работа. Сейчас начнутся товарищеские игры. Потом 19 марта к нам приезжает Академия «Зенит». Это наши детишки, я имею в виду, будут играть с ними товарищеские игры, а «Зенит» приезжает в количестве около 200 человек. Вы понимаете, да? Некоторые будут жить в Афоне, некоторые будут жить в Сухуми, будут игры, мы им предоставим все свои условия, мы постараемся их хорошо встретить и провести турнир. И в этом турнире, который ребята самые перспективные, это, говорю, за детский футбол, который все начинается с детского футбола, чтобы самых лучших ребят они забрали Академия «Зенит». Это самый богатый клуб вообще в Европе, в мире, один из богатейших клубов, потому что их не спонсор, это «Газпром». А самое главное, что уже мы посылаем письма, горские народы, это наши братья по Северному Кавказу, мы хотим этот турнир провести здесь. Я считаю, что это будет очень ничем не уступающий турнир КАНИФА, потому что посмотрите, пожалуйста, сколько на Северном Кавказе, начиная от 3-х лиг и заканчивая высшими лигами. И
перспективы наши ребята будут иметь, когда будет этот турнир, кто хорошо сыграет, кого-то позовут, кого-то пригласят и с кем-то заключат контракты. Для меня молодежь – это страна, а спорт – это здоровье нации. Это самое главное, что мы имеем и что мы должны иметь. И все, что мы делаем или не делали бы, должно для наших детей это все делаться. Абхазия еще с советских времен известна своими выдающимися спортсменами, в том числе футболистами. Футбольные традиции так или иначе продолжаются. Уже на этой неделе станет известно, кого изберут новым президентом Федерации футбола страны, а со спадом пандемии возобновятся тренировки. Астанда Оторба, Острога Гухава, Абаза ТВ.